Всем привет, друзья! Меня зовут Эля. Салам алейкум, меня зовут Мухаммад. В сегодняшнем видео мы расскажем о том, как топовые блогеры и известные личности в Инстаграм обманывают мусульман, прикрываясь религией, призывают вкладывать людей деньги в финансовую пирамиду. Сетевой маркетинг. Почему компания ЛНС, по нашему мнению, является финансовой пирамидой? И причем здесь Саидмурад Давлатов? Если денег у вас нет, у кого-то они есть. Если вы не знаете кого-то, значит кто-то есть кого-то, кто знает кого-то. Друзья, нужно максимально распространить это видео, чтобы предупредить своих близких. Для этого нужно вам поставить лайк и писать в комментарии свое мнение. Живя в России, мы уже привыкли к такому явлению, как сетевые компании, сетевой маркетинг, но для жителей Средней Азии это явление совершенно новое. В последнее время одну из таких компаний активно рекламирует всеми известный миллионер Саидмурод Давлатов. 3 марта я буду провести тренинг для известной компании ЛНС в Москве. Компания ЛНС предлагает своим клиентам простую в использовании и гибкую систему сетевого маркетинга, которая позволяет им управлять собственным бизнесом прямо из своих домов. На первый взгляд этот сайт внушает большое доверие, все расписано красочно, очень наглядно показано, как вы можете заработать большие деньги, и он не вызывает никаких подозрений. Компания официально зарегистрирована в Милане, Италия, в 2012 году. Мы решили проверить адрес регистрации компании и забили его в Гугле. Но видим вместо заявленного бизнес-центра дом на знаменитой улице Милана. Здесь есть магазины тортов, бутики, кафе, но ни одной вывески международной компании ЛНС. Для чего это громкое заявление? Во-первых, после того, как компания регистрируется где-то в Европе, она становится международной, и это внушает огромное доверие, потому что европейские, американские компании, они почему-то у жителей России и стран СНГ, Средней Азии вызывают большее доверие. Во-вторых, часто нелегальные компании специально регистрируются в Европе, на островах, для того, чтобы, например, если вы захотите судиться с этой компанией, то вам, скорее всего, нужно будет поехать в Италию и судиться на итальянском языке. Это очень удобно. А во-вторых, часто подобные компании регистрируются где-то на другой территории для того, чтобы снять с себя ответственность, снять ответственность перед налоговой и избежать каких-то юридических формальностей. А что, так можно было, что ли? Кстати, если вы нажимаете вкладку «Политика возврата средств», то есть если вам что-то не понравилось и вы хотите вернуть свои деньги, то вкладки просто не существует. Видимо, мастера по фотошопу просто не заметили то, что у них эта вкладка отсутствует. Как работает данная компания? По словам одного из лидеров компании, презентацию которого мы посмотрели, вам необходимо всего лишь перейти на сайт и совершить одну покупку. Это должен быть один из товаров, представленных на сайте: смартфон, ноутбук, какая-то путевка, часы. И всего лишь рассказать об этом своим друзьям, чтобы они тоже купили какой-либо товар на их сайте. На первый взгляд может показаться, что в этом есть какой-то смысл, ведь каждый человек покупает эти вещи в магазине. Но на самом деле вы приобретаете пакет от 30 до 190 тысяч рублей. Сколько? 36. Да ты что, охуел, блядь? Этим вы совершаете регистрацию в компании и получаете возможность подключить других людей, чтобы получить процент от их пакета. Например, вы вошли в компанию и вложили $500. Столько стоит средний пакет. И якобы приобрели часы. Кстати, стоимость таких часов по факту не превышает $30. И компания автоматически перечисляет на ваш счет $40. То есть вы вложили 500, получили 40 и ненужные вам часы без бренда. Затем ты приводишь в компанию еще двоих инвесторов, и они вкладывают по $500, и тебе вручают 90. То есть в оборот компании ты принес $1000, а получил 90. Эти двое приглашают еще по 2 человека, и таким образом в компанию вы принесли $2000, а получили 150. Это примерно 12 тысяч рублей. И так далее. Но это еще не все. Вместе с регистрацией ты получаешь доступ к обучению. Хочу сказать, что вот сегодня мы провели самый лучший тренинг для команды AliUpline. Были хорошие люди, поговорили очень от души. И хочу сказать, что мы сейчас готовы к самой величайшей проект скажем так, в истории Таджикистана. И хочу спросить у всех этих ребят, ребята, вы готовы к этому проекту? Да!
но это не точно. Что из себя представляет обучение? Опытные миллиардеры будут учить вас, как найти среди своего окружения доверчивых людей, как надавить на их болевые точки и выбить последние деньги на приобретение пакета. То есть ты заплатил $500, и для того, чтобы тебе отбить эту сумму, необходимо любым способом уговорить своего друга, брата войти в бизнес. Что если у него нет денег? Наставник настойчиво посоветует взять кредит, взять деньги в долг, но при любом условии зайти в бизнес. Я же вам сказал, да? Продайте все, что есть, продайте. Я вот все продал ради вот этого бизнеса, все. До последнего продал, чтобы у меня был какой-то результат или максат, чтобы ушел бизнеса. Но во внимание не принимается факт риска. Все лидеры, они очень тонкие психологи, они знают, как надавить на человека, как распознать его потребность и вывернуть это так, что ему точно нужно попасть в эту компанию. Но никто не говорит о том, что не каждый человек способен таким образом промывать мозги своим родным. А теперь перейдем к самому абсурдному. Один из главных представителей этих компаний, Саидмурод Давлатов, утверждает, что данная компания не является харамом. Сетевой маркетинг – это не харам. Действие от нас – результат от Аллаха. То есть мы делимся прибылью от результата, который получаем. Хотя из-за того, что в последнее время люди начали понимать, что это мошенничество, он в своем инстаграме говорит, что я не знал про эту компанию, его позвала знакомая, и он не смог отказаться от этого. С какой-то компанией или нет. Ребята, я этой компании понятия не имею, что за компания. Ребята, вы хоть сообразите, я бизнес-тренер. Меня приглашают тренинги, почитал, огромное количество компаний. Огромное количество компаний я читаю тренинг. Слушай, а ловко ты это придумал. Я даже вначале не понял. Но как может человек, который является авторитетным для жителей Таджикистана, не только Таджикистана, Узбекистана, но и Средней Азии, который пишет книги по бизнес-маркетингу, не проверить достоверность информации, которую он освещает на огромную аудиторию? Просто представьте, сколько людей, которые доверяют мнению опытного инвестора, бизнесмена, которого они смотрят ежедневно в Инстаграм, вложили свои последние накопления, поверив в так называемый успешный успех. Интересно, что все вот эти видеоролики с красиво одетыми людьми, красивые локации сняты лишь для того, чтобы еще больше подогреть ваш интерес, чтобы вам захотелось быть причастными к этому сообществу и чтобы вы, конечно же, отнесли туда свои деньги. К сожалению или к счастью, мы живем в такое время, где очень важна картинка, и вот эта иллюзия, которая специально создана для привлечения внимания, очень работает так же, как, например, и красочные сайты, рисующие счастливую жизнь. А это вам что-то напоминает? Шамиль Аляутдинов, возглавляющий научно-богословский совет Духовного управления мусульман в Российской Федерации, привел очень точные условия, делающие бизнес запретным. Первое. Отсутствие товара, либо наличие товара, не имеющего никаких отличительных свойств, которые можно купить в других магазинах, как правило, дешевле. Это либо финансовая пирамида, либо завуалированная финансовая пирамида. Например, те же часы, которые так явно пытается впарить компания ЛНС, не имеют никакой уникальности, никакой ценности, с сомнительным брендом, к тому же продается завышенной ценой, и этот пункт нам подходит. Второе. Вознаграждение агенту выплачивается не с товарооборота, а за вовлечение новых агентов. То есть якобы на первый взгляд кажется, что вы покупаете товар, вы предлагаете другим людям купить товар вроде бы нужный, но на самом деле процент идет именно от покупки пакета, и вы зарабатываете не на продаже часов, путевок, смартфонов, а именно от того, что привлекаете новых адептов к этой компании, которые несут туда свои денежки, и с этого вы получаете свой процент. Третье. Тот, кто пришел раньше в такую сеть, независимо от своей активности, будет всегда получать больше, чем тот, кто пришел позже.
тут все и так понятно. То есть вы, приходя в компанию, заходите наверх, как и в любой пирамидальной системе, и под вами подключаются новые люди, и вы получаете процент от их процента и так далее. То есть вы всегда получаете больше, если работаете. Четвертое. Обещание нереальных доходов с целью завлечь кандидата, чтобы он принес деньги. Мы посмотрели несколько роликов, и в каждом говорится, что на первой неделе вы будете зарабатывать десятки и сотни тысяч рублей. Люди могут сидеть дома и могут зарабатывать миллионы. Бахадир, вы все пока отдыхайте, я буду работать, понимаете? Я буду год работать, потом я буду отдыхать, будут все работать тогда. Но я думаю, что тут и так понятно, что правды в этом мало. Пятое. Риск потери денег, который агент отдал либо за ненужный товар, либо просто за возможность привлечения новых агентов и получения прибыли. Они, конечно, хорошо придумали. Они придумали товар, чтобы не казаться финансовой пирамидой, потому что финансовая пирамида, как правило, не продает какой-то товар, а она продает воздух. А они придумали товар, но они скрыли за ним то, что вы получаете, по сути, просто возможность подключать новых и новых людей, и тем самым возможность развивать эту огромную махину, да. Махинацию. Ссылку на этот источник вы можете найти в описании под видео и сами ознакомиться. И я думаю, что люди, которые говорят о том, что это не харам и что вы тупые, не разобрались в этом, просто по пунктам, и как верить им, я не понимаю. И, кстати, я имела опыт в такой компании, именно в российской. Да, меня угораздило своих денег вложить, поэтому я могу рассказывать на своем опыте, и я знаю, какие они используют нападки для того, чтобы вас привлечь. Вы должны быть готовы. Если вы отказываетесь, если вы не хотите, если у вас нет денег, то вам начнут говорить, что у вас узкое мышление, что вы так останетесь нищебродом, что вы так и умрете на своей работе, работая на дядю, а вот если только вы войдете в этот бизнес, то произойдет чудо, и сразу все ваши проблемы отлягут. И то же самое мы видим на этих видео. Делаю, умру, любого подключу, любого. Самое главное, уверенность. Еще хочешь, а через 10 лет еще так видишь свою жизнь? Точно так же, как кирпичи таскаешь и долгах живешь? Подумай, хотя бы одного грузчика или рабочего видел, который стал богатее? А почему ты выбираешь путь никуда? Почему этот проект получил широкое развитие именно в исламских странах? В Таджикистане, в Узбекистане, Казахстане, в Средней Азии, можно сказать. Потому что здесь отношения между людьми более доверительные. Здесь очень ценятся дружеские ценности, семейные ценности. И этим как раз-таки пользуются нечестные люди, которые, прикрываясь религией, рассказывая просто об огромных и легких деньгах, о помощи своему народу, своим согражданам, привлекают все больше и больше неопытных в бизнесе, неопытных в инвестициях людей, которые принимают решения на основе не своего опыта, своих знаний, навыков, а на основе эмоционального контакта и доверия. Мы понимаем, что всем, в том числе нам, хочется прожить красивую жизнь, обеспечивая себя, детей, родителей. Но мы хотим напомнить, что легких денег не заработать, сидя на диване, не развивая свои навыки и способности, слушая людей, которые хотят зарабатывать на вас. Еще мы решили оставить под видео ссылки на ролики, которые мы нашли о русскоязычных финансовых пирамидах. Если вам недостаточно аргументов, просто посмотрите эти видео, и это один в один. Та же концепция, та же схема, те же счастливые люди, которые танцуют в крутом мероприятии, но итог всегда один. Это куча разочарованных людей, куча разоблачений, куча отзывов и людей, которые остались с кредитами и долгами. Безусловно, здесь можно заработать деньги, но каким путем? Разрушая семейные ценности, разрушая дружеские отношения и просто человеческое общение, человеческие отношения между друг другом в погоне за деньгами. Мы ни в коем случае не хотим переубеждать вас, если вы занимаетесь этим, не хотим оскорбить и обидеть никого, но мы хотим напомнить каждому из вас, что вы уникальны и что вы можете принести этому миру гораздо большую пользу, если будете заниматься честным трудом, тем, что вам действительно нравится, тем, что приносит радость не только вам, но и окружающим вас людям. Не думать только о деньгах, потому что вы можете заработать кучу денег, но остаться одни, зато
с классными часами. Ребята, надеемся, вам было полезно смотреть это видео. И надеюсь, что люди, которые вас хотели позвать, и вы думаете над этим, вы будете отказываться, смотря это видео. Для того, чтобы ваши друзья, которые тоже хотят или думают над этим, отправьте это видео, пусть посмотрят, увидят, что это все с точки зрения ислама неправильно. Они просто отнимут ваши деньги, и все. Дальше вы им будете не нужны. Всем спасибо за просмотр. Пишите обязательно свои мнения в комментариях. А мы уже ждем нападки хейтеров, Да. которые будут говорить, что у нас узкое мышление, что мы просто кучка дебилов, которые снимаем разоблачения, потому что люди развиваются, а мы просто вставляем им палки в колеса, потому что мы завидуем. Мы на самом деле уже готовы к этим комментариям. Да. Пишите. Ставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал. Мы хотим снимать что-то подобное. И если у вас есть идеи, напишите об этом тоже в комментариях. Всем спасибо. Пока.